я понял, что надо попросить прощения, надо покаяться. Иначе жизнь старая никуда от тебя не денется, где была вся грязь. Добрый день, меня зовут Григорий, фамилия моя Миних, мне 52 года. Родился, вырос я в городе Гурьеве, которое называется сейчас Атырау. Жизнь моя изначально была, как и у всех молодых, школа, учеба, но мне этого не хотелось, не учиться, не делать уроки. И в 10 лет мы совершили первую кражу, меня поставили в комнату милиции на учет. И с тех пор у меня началась моя такая жизнь кувырком. В 10 лет первый раз убежал из дома, в 12 меня вообще мать выгнала, был неуправляемый. Школа меня воспитывала, и по окончании я перешел в ПТУ номер 7. Не окончив его, мы совершили грабеж, где я сидел в тюрьме, под следствием. Нас осудили и меня выпустили. Потом, год спустя, мне дали 3 года. По освобождению, в 90-е годы, когда наркотиков было здесь очень и очень много, с которыми я уже был знаком, я подсел на иглу, и моя жизнь пошла кувырком. Мне казалось тогда, это так и надо, это круто. Через 5 лет, когда здоровья уже не было, мне осудили и дали 5 лет. Когда меня посадили в камеру, это для меня было спасение, потому что избавиться от этого я самостоятельно не мог. Если мы избавлялись от этого, то это просто для того, чтобы сбросить дозу определенную. И начиналось все сначала. Когда за мной закрылась дверь камеры, у меня были такие болезни, как и почки, и печень, легкие, открытая форма туберкулеза, и венерические заболевания. Все было такой в тяжелой форме. И меня отвезли в тубзону, где с таким же диагнозом люди просто-напросто помирали. И я понимал, что скоро и моя очередь придет. И я тогда взмолился, молился Богу, чтобы Бог дал мне, либо Он забрал меня к себе, либо дал силы и здоровье, чтобы от этого избавиться. И я понимал, что жизнь такая, она ни к чему хорошему не приведет, а как поменяться, вообще не представлял. И поэтому я, когда сейчас рассказываю свое свидетельство, мне самому, я думаю, может быть, я придумываю что-то. То есть до такой степени я был на самом дне, и вот так вот Бог взял меня и поставил, что факт остается фактом. Оно было до, оно стало после.
Меня этапировали на зону строгого режима для лечения туберкулеза. И там сидел один парень, он читал Библию. И я с ним познакомился. И иногда приходил к нему. Он мне показывал места из Писания, где как написано. А потом, через какое-то время, он написал явку с повинной, где он признавался в преступлении, в котором его не поймали. И я подумал, что если я начну читать Библию, возможно, я тоже пойду рассказывать в милицию о тех преступлениях, о которых меня не поймали. Поэтому я немножко боялся этого и не собирался читать. Но когда я все-таки в сердце своем решил, что я начну читать, я пошел, была там комната молитвы, я зашел, взял и встретил друга. Ну, а я этот Новый Завет спрятал под куртку. И мы стояли, разговаривали. И когда я руку поднял, этот Новый Завет упал, и он говорит: ну ты будешь как наши друзья, о которых мы много слыхали, что они уверовали, что они называются верующими, что они перестали колоться, они перестали всякие преступления совершать, начали жить по-другому. И он мне говорит, что ты будешь как один из них. Вот. И по освобождению, когда я в первую очередь пошел к ним, потому что мне было интересно, что же это такое, что с ними произошло. Мои друзья, пока я там сидел, они уже уверовали. И вот они пришли ко мне и пригласили на свадьбу. Вот. И после свадьбы я начал ходить в дом молитвы. Я там познакомился, там были все, так как город у нас маленький, там почти были все знакомые. И с тех пор я начал ходить в дом молитвы. Погодя немного, я понял, что надо попросить прощения, надо покаяться. Иначе жизнь старая никуда от тебя не денется, где была вся грязь. И в один прекрасный день, в феврале месяце, я попросил у Бога прощения. И Бог по своей великой милости явил чудо в виде спасения такого, как я, грешника. Нету силы, нету уверенности. И когда проходил мимо меня один брат, уже собрание закончилось, все разошлись, и когда мимо меня брат проходил, я говорю ему: я хочу покаяться. Он взял меня за руку, чтобы я никуда не мог убежать, и позвал братьев, и мы встали и помолились. И когда я помолился, попросил прощения, когда братья вокруг меня молились, я понимал, что Бог действует. Я столько лет жил, принося зло и нехорошее. Я понимал, что это все оно от меня как-то отходит. Но когда я встал, я думал, что что-то перевернулось вокруг меня в этом мире. Посмотрел, вроде бы ничего, так все на месте. И с тех пор жизнь моя начала меняться. Я понял, что у меня нету желания ни к наркотикам, ни к спиртному, ни к сигаретам. Что вот это все, чем я забивал,
вот это все заполнил мне, вот Бог мне заполнил это все. Бог, у меня были такие болезни, как туберкулез, открытая форма, когда я харкался кровью. У меня был всякие венерические заболевания. И через 3 месяца, когда я пришел, где я стоял на учете в тубдиспансере, мне сделали снимок, сделали и не поверили. Они у меня спросили, где ты лечился? Я показал палец вверх. Они тогда сказали, ну да, у него можно. Было желание ехать и рассказывать людям о Боге, потому что я знал, что именно Бог меня употребляет в этом служении, чтобы больше таких, как я, узнали о Боге. После того, как я покаялся, Бог подарил мне жену, которая родила мне 4 детей. Это вот Саша, это Витя, это средний, это младший. Работаю я, специальность моя по строительству, и служение мое такое же. У нас в церкви есть бригады, мы ездим по другим церквям, ремонты, строительство и все такое остальное. Написано в Библии Иоанна 3,16, это «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего Сына, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Бог освободил меня, и я благодарю Бога, что в жизни моей произошли такие перемены, что Он меня повернул в другую сторону. И как и тогда, когда Бог открыл море египетскому, израильскому народу, когда уходили они с Египта, то и сейчас Он такие же чудеса делает. Вот так вот. Вот такие вот дела.